Никто не забыт, ничто не забыто. С таким транспарантом пришли якутяне, живущие в Москве, к монументу основателям государственности республики на территории бывшего спецполигона НКВД «Коммунарка». В 30-е годы прошлого столетия именно здесь расстреливали жертв репрессий, среди которых оказались выдающиеся деятели Якутии – Амосов, Барахов, Донской и другие. Каждый год наши земляки 27 сентября проводят здесь митинг памяти. Очень важно знать и ценить свою историю. Наверное, это одна из особенностей нашего народа, что мы имеем такую потребность изучать историю и гордиться ею. Очень важно прививать эту ценность и для молодого поколения. Поэтому мы всегда стараемся делиться такой информацией с нашими студентами, молодым поколением. Отдать дань памяти основателям государственности Якутии пришел и супруг Лены Амосовой, дочери Максима Кировича. Для него это место тоже связано с историей его жизни. Моя жизнь в течение 55 лет с Леной Максимовной Амосовой, она меня привязала к Якутии накрепко, как бы кровью. И, значит, это место, на котором мы находимся, я присутствовал при основании вот этого памятника, вообще того, что основании того, что это место стало символом, ну, если хотите, якутской государственности, праздник, который вот мы сегодня отмечаем. Торжественные мероприятия продолжились в постпредстве Якутии. Для наших земляков, которые живут в Москве, был организован концерт, а также вручены государственные награды. 33 года тому назад состоялась сессия Верховного Совета 12-го созыва, и где была принята декларация о государственном суверенитете. Я вот сейчас, прямо вот сейчас помню, я была на этом заседании, потому что меня связывала тесная связь с работой парламента. У меня опыт более 50 лет государственной службы. Конечно, это для меня очень много значит. Закончился праздник общим фотографированием и дегустацией якутских блюд. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.